На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Аналитика движения транспорта и пешеходов в Сухуми. Наш репортаж о работе специального департамента организации безопасного дорожного движения. Имидж «Все». В Абхазии вышел первый номер полноформатного глянцевого журнала «Абхазские каникулы». Люди и даты. 2 сентября 1926 года родилась Тамара Шакрел, доктор филологических наук, профессор АГУ, общественный и политический деятель. Принимала активное участие в национально-освободительной борьбе абхазского народа. В 40-е, 50-е годы, когда ассимиляторская политика Грузии по отношению к Абхазии привела к закрытию абхазских школ и переводу на грузинский язык обучения, сестры Екатерина и Тамара Шакрел в 1952 году обращаются с письмом в президиум 19-го съезда ВКПБ лично к Сталину и Маленкову с просьбой восстановить права абхазского народа обучаться на родном языке. В 1956-м старший преподаватель Сухумского пединститута Тамара Шакрел возглавила кафедру абхазского языка и литературы. С 1967-го решением партийных органов освобождена от занимаемой должности в связи с активным участием в четырехдневном народном сходе, выдвигавшем требования о восстановлении попранных прав абхазского народа. В знак протеста до 1973 года отказывалась выходить на работу. После Отечественной войны народа Абхазии многочисленные выступления, статьи и речи Тамары Платоновны посвящены проблемам сохранения и упрочения завоевания абхазского народа. Она неустанно повторяла, что абхазское государство является легитимным именно исходя из международного права. Тамара Шакрел была смертельно ранена 12 ноября 2004 года во время массовых волнений, связанных с президентской выборной кампанией в Абхазии. Владислав Ардземба после ее гибели скажет: «Жизнь Тамары Платоновны всегда будет служить ярким примером подвижнического служения своему народу». Указом первого президента Тамаре Шакрел за выдающееся мужество и героизм, проявленные при защите Республики Абхазия, присвоено звание Героя Абхазии посмертно. В эфире Абаза ТВ смотрите передачи из архива нашей телекомпании, посвященные памяти Тамары Шакрел. 3 сентября в Сухуми пройдут государственные мероприятия, посвященные памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии. В 19:00 церемония возложения цветов к мемориалу славы в Сухуми, в 20 часов начало вечера, посвященного памяти пропавших без вести в период Отечественной войны народа Абхазии на Театральной площади. Официальная хроника. Президент Абхазии Бадра Гунба принял членов абхазской делегации во главе с министром иностранных дел Олегом Барцец, принявших участие в 62-й Дамасской международной ярмарке. В составе делегации входили министр культуры Даур Кове, министр экономики Тимурас Миквабия, проректор АГУ по международному сотрудничеству Максим Гвинже. Члены делегации доложили главе государства о встречах, проведенных на полях форума. Глава государства, выслушав информацию, дал поручение министрам продолжить активную работу по наращиванию международного сотрудничества. Видео пресс-службы администрации президента смотрите после выпуска новостей. Премьер-министр Владимир Делба провел совещание с участием вице-премьеров по исполнению поручений президента. Одно из поручений главы государства – разработка и утверждение перечня технологического оборудования, необходимого для производства электроэнергии из возобновляемых источников и не подлежащего налогообложению при ввозе на таможенную территорию Республики Абхазия, практически выполнено. Приветствую вас, уважаемые коллеги. Мы собрались сегодня с вами обсудить итоги совещания президента республики с правительством. Как известно, 27 августа у президента была встреча с членами правительства, на которой были обозначены основные приоритеты направления деятельности в среднесрочную перспективу. Президентом был утвержден перечень поручений, который состоит из 6 разделов. Общее количество поручений 50. Они направлены на эффективную экономическую, социальную, финансовую, налоговую и таможенную политику, политику в области здравоохранения, просвещения, молодежи и спорта, обеспечения правопорядка. Мы обязательно с вами вместе поручения, которые изложены президентом, выполним в установленные сроки
и попросил бы вас, уважаемые коллеги, по координируемым ведомствам в соответствии с распределением обязанностей между премьер-министрами и вице-премьерами провести предметную детальную работу с руководителями ведомств, взять на особый контроль каждое поручение. В поручении также указаны меры по информированию администрации президента в части выполнения этих заданий. Очень важные поручения, данные правительству. Вот, здесь нет самоцели в установленные сроки представить предложение президенту. Мы точно должны представить предложения такие, которые будут менять жизнь наших людей к лучшему. И все предпосылки для этого есть у нас. Поэтому, еще раз повторюсь, в очень тесном взаимодействии с каждым членом правительства. Состоялось заседание Государственной комиссии по монументальному искусству под председательством вице-премьера Джансуха Нанба, сообщает пресс-служба правительства. Комиссия рассмотрела 4 вопроса об установке памятной доски основоположнику современного абхазского государства, первому президенту Республики Абхазия Владиславу Ардзинба на здании Эшерской средней школы имени Владислава Ардзинба, об установке скульптурного изображения второго президента Республики Абхазия Сергея Багапш и благоустройстве площади имени Багапш в Сухуме, об установке в городе Галт памятника основателю населенного пункта Галт Лабгану Кецба, об установке бюста народному поэту Абхазии Рушбею Смыр в Центральном парке города Новый Афон. Госкомиссии будет дано поручение Министерству культуры объявить конкурс на лучший проект скульптурного изображения поэта. По остальным вопросам повестки обсуждения будет продолжено на следующих заседаниях комиссии. Министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барцыц поздравил министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталия Игнатьева с государственным праздником – Днем Республики. В поздравлении, в частности, отмечается: как и народ Абхазии, приднестровцы прошли через тяжелейшие испытания, включая вооруженный конфликт 1992 года, но сохранили верность идеалам независимости и самоопределения. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики в условиях беспрецедентного внешнего давления и фактической блокады на протяжении многих лет непреклонно и эффективно стоит на страже национальных интересов, защищая и продвигая внешнеполитические интересы республики. Абхазия, как никто другой, следит и переживает за приднестровский народ, понимая сложность задач, стоящих перед приднестровской дипломатией, высоко ценит последовательность, принципиальность своих коллег. Конец цитаты. А в нашем сегодняшнем эфире смотрите фильм «Приднестровье. 35 лет государственности». День в истории. 95 лет назад, 2 сентября 1930 года, было открыто Абхазское государственное издательство. Решение об этом стало ответом на активное развитие национальной литературы. В издательстве печатались произведения абхазских классиков Дмитрия Гулия, Ио Когония, Михаила Лакарба. За годы работы Абгосиздат выпустил несколько миллионов экземпляров книг. Издательство работает и по сей день. Там выпускают около 40 наименований книг в год, преимущественно на абхазском. Ключевым вопросом работы всех департаментов и управлений столичной администрации посвящалось совещание, которое провел мэр Тимур Агрба с руководителями этих подразделений. Агрба дал конкретные поручения соответствующим службам, проблемам своевременного вывоза мусора, обеспечения бесперебойной подачи воды населению, бурению новых скважин, утверждению проектов реконструкции набережной и причала, за которые проголосовали жители и гости столицы, и многому другому уделяется особое внимание. Среди приоритетных и вопрос собираемости платы за услуги жилищно-коммунальных служб. Работу в этом направлении глава Сухума Тимур Агрба поручил усилить. Кроме того, мэрия начинает масштабную программу по обновлению фасадов зданий жилых домов, представляющих историческую ценность. В ближайшее время будут отреставрированы 2 дома по улице Ардзинба. Выездное совещание комиссии по благоустройству набережной прошло под председательством замглавы администрации Сухума Константина Тарба. В нем приняли участие главный архитектор столицы Беслан Богателия, сотрудники ЖКХ, управления городским хозяйством, представители Госкомитета по экологии, Института экологии, а также проектировщики, ландшафтные дизайнеры из Москвы. Участники совещания прошлись по скверам набережной с проектом реконструкции, со схемами прохождения подземных коммуникаций, чтобы на месте воочию посмотреть, какие деревья
можно и нужно обойти. Константин Тарба подчеркнул, что цель комиссии по благоустройству – минимизировать ущерб зеленым насаждениям от масштабных работ по реконструкции набережной. Сегодня проходит выездная комиссия по благоустройству. На нее были приглашены приехавшие из Москвы специалисты, которые проектируют ландшафтный дизайн и проектируют общественные пространства, которые входят в концепцию по благоустройству и к реконструкции набережной. Выездная комиссия, значит, определяет, как будут проходить велодорожки, теневой променад, по какому маршруту это все будет проходить, какие деревья нужно обойти, какие деревья ценных пород. Будет очень много новых насаждений, которые будут высажены по всей набережной. И вот комиссия будет определять, каких пород деревья и кустарники будут высажены на нашей набережной. Цель нашей комиссии – минимизировать ущерб от производимых работ в будущем для насаждений, которые присутствуют есть на набережной. Где поставить светофор, а где лежачий полицейский? Где больше всего пробки и как это исправить? Аналитикой движения транспорта и пешеходов в Сухуми занимается специальный департамент организации безопасного дорожного движения. В преддверии 1 сентября особое внимание было уделено зонам у школ и детсадов. Что сделано, чтобы облегчить транспортную нагрузку, и что планируется, расскажет Надежда Боровикова. Где в Сухуми нужен светофор, а где лежачий полицейский? Какую дорогу сделать односторонней, а на какой запретить парковку? Эти вопросы в администрации города курирует Департамент организации безопасности дорожного движения. Они же отвечают за разметку, дорожные знаки и указатели, а также в сотрудничестве с Абхазавтодором обслуживают 2 трассы республиканского значения, которые проходят через столицу. В преддверии 1 сентября основное внимание руководства департамента было направлено на организацию безопасного движения вокруг городских школ. Первое – это все пешеходные переходы будут освежены, нанесены. Второе, значит, мы сегодня уже первый лежачий полицейский, так мы его называем в народе, так это индивидуальная дорожная неровность возле второй школы по улице Арзымба. Видели, наверное, на днях положили большой из асфальта с нанесением пешеходного перехода. Далее возле каждых школ у нас будут подобные, значит, дорожные препятствия, чтобы на участках, где особо большое скопление детей, где они переходят дорогу, чтобы они безопасно могли перейти дорогу, и, соответственно, чтобы водители не могли сильно разогнаться и имели какое-то искусственное препятствие для того, чтобы пешеход спокойно, безопасно мог перейти дорогу. На примере первой школы Тимур Абгач показывает, какие меры можно принять, чтобы разгрузить подъездную дорогу. Раньше машины здесь парковали по обеим сторонам трассы, что затрудняло двустороннее движение. Теперь дорогу здесь расширили, разметку для парковки нанесли только справа и вместе с руководством школы рассматривают дополнительные меры, чтобы уменьшить пробки у входа в школу. Мы должны в комплексе и со школами, и с спецсоветом, и с дирекцией школ совместно создать те условия для того, чтобы мы со своей стороны в плане дислокации дорожного движения и организации дорожного движения что-то могли предпринять, но со своей стороны и школы тоже, они должны обеспечить безопасный прием детей, чтобы родители могли смело, уверенно оставить ребенка у ворот школы и дальше поехать. Потому что у нас происходит? У нас каждый родитель, привозя в школу своего ребенка, он должен оставить свое транспортное средство, завести ребенка в школу, и, естественно, у нас происходят большие пробки. Если мы сможем найти общее решение для того, чтобы родитель, подъезжая к школе, мог оставить ребенка, и дальше уже школа принимает ребенка и безопасно, значит, отвечает за то, чтобы ребенка дальше расселить в класс, провести его и так далее, но это уже, я думаю, к этому мы тоже тихо-тихо придем, и к этому работа ведется. На перекрестке у 10-й школы проводится эксперимент в духе тактического урбанизма. Здесь временно установили искусственные ограничители, чтобы посмотреть, насколько потенциальное сужение дороги на этом участке будет способствовать снижению скорости и не спровоцирует ли пробки в пиковые часы нагрузки. У нас часто паркуются в неположенных местах, в том числе и на пересечении улиц. Для того, чтобы этого не происходило, есть так называемые меры
под названием «Антикарман». Дети пойдут в школу, и поток увеличится, как автомобильный, так и пешеходный. Пронаблюдаем какое-то время, узнаем плюсы и минусы того, что мы сейчас временно предприняли, и сделаем выводы для себя, и уже в откорректированном виде у нас будет новый тротуар уже с бордюрами и новой плиткой. Если временные ограничения покажут свою эффективность, то есть снижение числа аварий на этом перекрестке, их заменят полноценными бордюрами из бетона. В целом задача сделать город удобным в первую очередь для пешеходов. Мы рассматриваем обязательно озеленение. Нам нужно высаживать новые деревья. У нас сейчас большие проблемы с озеленением. Деревья многолетние, они уже свой срок отжили. Нужно обновлять деревья. Мы будем закупать новые деревья, высаживать новые зеленые зоны. В первую очередь это тоже влияет на пешехода. Обновление тротуарной зоны на улице Пушкина взял на себя застройщик жилищного комплекса «Литератор» компания КДК Development. Есть опасения, что этот ЖК по завершении строительства добавит проблем с парковкой в центральной части города. К сожалению, в Сухуми есть прецеденты, когда многоэтажные дома построены без парковочных мест, и их жители, паркуясь на близлежащих узких улицах, затрудняют двустороннее движение. Дело в том, что уже построенные объекты, они не учитывали такое количество парковочных мест, которые необходимо для тех, кто будет проживать в этих жилых домах многоквартирных. За нами сейчас стройка. Это, по сути, многоквартирный жилой дом, у которого, насколько мне известно, я изучал проект этого строения, весь первый этаж под паркинг. То есть у нас стилобат, периметрально коммерческие помещения, которые смотрят на тротуар, а за ней внутренний паркинг на первом этаже, у которого получается кровля служит внутренним двором вот этого вот замечательного строения. По принципу такому же, как и на Читанава, есть комплекс многоквартирный, акватория. У него весь первый этаж под паркинг. Несколько месяцев назад градостроительный совет утвердил нормы для застройщиков. В многоквартирных домах минимум 70% квартир должны быть обеспечены парковочным местом из расчета одно место на квартиру. Таким образом, 30% жильцов остаются без паркоместа. Плюс те, кто могут позволить себе жилплощадь в центре Сухума, вряд ли обходятся одной машиной на семью. То есть свежепринятая норма уже недостаточно. Проблема парковки в центральной части города и дальше будет все более ощутимой. И рано или поздно эта услуга станет платной. Мы постоянно сталкиваемся с такими проблемами, когда мы убираем город, когда мы моем город, когда чистим город, когда красим город. У нас по трассе машины стоят безобразно, по дорогам ни хозяина не видим, ни людей не видим. По 2-3 дня машина стоит, мы не можем из-за этой машины те или иные работы коммунальные провести по благоустройству нашего города. И тихо-тихо мы, наверное, скорее всего придем к тому, что у нас в городе будут платные парковки в центральной части города. Это будет неизбежная мера для того, чтобы как-то регулировать и как-то люди уже понимали, что раз ты пользуешься общественной территорией, значит за это надо платить. Припарковал машину, час-два бесплатно, более платите, пожалуйста. И тогда уже у людей не будет желания надолго оставлять машину бесхозно на проезжей части. А у нас на самом деле сегодня так и происходит. Мы должны понимать, что в центре города земля стоит денег, поэтому парковочные места должны быть платными в центре города. Мы должны прийти к тому, что передвигаться на автомобиле удобнее только когда ты выезжаешь за город. Несколько многоэтажных паркингов, вероятно, могли бы улучшить ситуацию в центре города, но застройщикам не интересны такие проекты. Земля в центре и правда дорогая, и сдавать парковочные места в аренду, чтобы окупить строительство, придется очень долго. Облегчить нагрузку также помогла бы реорганизация общественного транспорта. В этом направлении тоже ведется работа. В ближайшее время ожидается прибытие 10 новых троллейбусов. Кроме того, столичная администрация планирует целый ряд преобразований в наиболее загруженных и аварийных частях города. Но это уже тема другого репортажа. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ.
Более 10 тысяч водительских прав российского образца выдали в Абхазии с 14 апреля. Всего за это время принято 11 908 заявлений, рассказал спутник, начальник ГАИ Абхазии Дамей Авицба. По 368 заявлениям поступили отказы. Они связаны с тем, что при наличии внутренних российских паспортов заявители предъявили только загранпаспорта. Также в выдаче удостоверений в Абхазии отказывают гражданам, ранее получившим их в России. Они должны менять права на общих основаниях. В управлении ГАИ МВД прошло совещание по итогам деятельности управления за 8 месяцев текущего года. Заместитель министра внутренних дел Беслан Чкадуа поручил усилить работу отдела фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Он подчеркнул, что увеличение числа камер значительно повлияло на нарушителей. Все камеры являются собственностью государства, стоят на балансе Министерства внутренних дел. Исходя из этого, я требую от вас усилить работу в части вручения постановления о нарушении правил дорожного движения, привлекать водителей к административной ответственности и четко соблюдать принцип неотвратимости наказания, подчеркнул курирующий работу ГАИ замминистра Беслан Чкадуа. Немного статистики от ГТК. В августе 2025-го при плане в 408,2 миллиона рублей таможенными органами начислено таможенных платежей на сумму 415 миллионов рублей. План за август выполнен на 102%. По итогам 8 месяцев текущего года таможенными органами начислено 2 миллиарда 933 миллиона рублей, что в сравнении с показателями за аналогичный период 2024-го больше на 199,5 миллионов рублей. Кроме того, план по начислению таможенных платежей за 8 месяцев 2025 года выполнен на 100,2%. Более 100 тысяч пассажиров воспользовались поездом «Диаскурия» с момента запуска. По данным РЖД, в августе поезд перевез около 35 тысяч человек. Среди самых популярных направлений выделяются Эмеретинский курорт Сухум и Эмеретинский курорт Гагра. Электропоезд «Диаскурия» начал курсировать 1 мая по маршруту Сухум-Сириус. Нужно найти эффективную формулу поддержки малых объектов размещения, отметил в эфире «Радио Спутник» министр туризма Абхазии Астамур Логуа. По словам министра, государственное кредитование малого бизнеса в сфере туризма приведет к повышению качества сервиса, улучшению категории отелей и росту ценовой категории. Как гражданин нашей страны, рад, что Абхазия вызывает интерес у инвесторов, добавил Логуа. В то же время республика обязана поддерживать свой малый и средний бизнес, подчеркнул министр. Кроме того, как рассказал Логуа, Министерство туризма работает над концепцией развития туриндустрии в Абхазии. Отдельные элементы уже есть. Мы говорим о том, что наши горы не менее прекрасны, чем наше побережье, и собираемся развивать горный туризм в Абхазии, сообщил он. В планах ведомства и продвижения агротуризма. Он станет одним из ключевых направлений в концепции развития отрасли. В Абхазии вышел первый номер полноформатного глянцевого журнала «Абхазские каникулы», посвященного туризму и имиджевой политике Абхазии. Его презентация прошла на площадке «Спутник Абхазии». Основатель и главный редактор журнала «Абхазские каникулы» – лингвист, автор идеи проекта Рица Анкваб. Подробности в нашем репортаже у Алисы Адлиба. Первый выпуск журнала «Абхазские каникулы» вышел в начале июля и уже покорил сердца аудитории. Основатель и главный редактор журнала – лингвист, автор идеи проекта Рица Анкваб. Она отмечает, что первый выпуск «Абхазских каникул» достиг 1000 экземпляров и разошелся не только по Абхазии, но и за рубежом. Сейчас редакция ждет разрешения на распространение глянца в России, а также планируется перевод текстов на английский язык. Наш журнал о современной жизни, и вы даже удивитесь, у нас был план на год, да, выпусков, историй. Мы, конечно, смотрим немного с другого взгляда. И что происходит? По ходу подготовки первого, второго выпуска мы заложили столько сюжетов, что нам не хватает на годовой план. У нас больше сюжетов, чем мы вообще ожидали. Поэтому вы удивитесь, насколько у нас много историй, вы удивитесь, насколько нам много о чем поговорить. Как рассказала журналист Милана Жейба, у редакции есть желание освещать истории не только крупных предпринимателей и медийных личностей, но и небольших фермеров. Этот журнал будет интересен как местным жителям, так и гостям Абхазии. У нас очень интересные герои. Мы говорим об Абхазии не через призму
политики или каких-то стереотипов, а через призму истории людей, аутентичных каких-то историй. И так планируется, что абхазские каникулы это будет международно, чтобы весь мир знал об Абхазии, об ее богатой культуре. «Абхазские каникулы» – это уникальный журнал, в котором освещаются не только вопросы туризма, но и осуществляется продвижение российских продуктов в Абхазии. При этом Министерство туризма планирует представлять глянец на различных международных выставках и форумах, как один из методов продвижения уже абхазских продуктов. И вот как раз-таки журнал «Абхазские каникулы», он на сегодняшний день нужен, так как наша инфраструктура, она начала развиваться такими большими шагами. У нас был открыт аэропорт, запустили новые поезда. И если вы побываете в других странах, там всегда аэропорт или, допустим, железнодорожный вокзал, он имеет информационный стенд. На сегодняшний день вообще для развития любого вида туризма и вообще развития туризма в стране это самая главная безопасность. То есть туризм развивается там, где все безопасно. И самое главное, что должен на сегодняшний день делать, на мой взгляд, как раз-таки журнал «Абхазские каникулы», это продвигать то, что в Абхазии безопасно, и сюда может приехать абсолютно любой турист, с любой страны, и его здесь встретят добродушно и радушно. Периодичность выпуска «Абхазских каникул» планируется 6 раз в год, соответственно, каждые 2 месяца. И уже существует план на ближайший год, который зависим от сезона и праздников. Абхазские каникулы являются тем достоверным ресурсом, который и в соцсетях развивается, так же, как и в печатной продукции. И мы, если вы берете путеводители, социальные сети, как мы от них отличаемся? В путеводителях нет частной истории. В путеводителях нет той души, которую мы вкладываем в наши издания. Мы занимаемся имиджем Абхазии, мы показываем имидж Абхазии, мы показываем туристические объекты, но это не единственное, что мы показываем в нашем журнале. Мы берем частные истории. У нас есть рубрики, которые берут именно самое ценное из наших людей. У нас в первом издании есть рубрика «Хранители кода вечности», где мы опросили долгожителей. И вы такое не найдете в путеводителях. Вы не найдете столько информации, столько глубины в 39-секундном ролике на соцсетях. Следующий выпуск журнала должен выйти в середине сентября. Приобрести его можно на почте Абхазии, в АЗС «Подорожник», книжных магазинах центра столицы, в газетных киосках и других местах. Также есть онлайн-версия в соцсетях. Здесь дублируются колонки, записываются эстетичные видео и есть обратная связь. Алиса Адлиева и Нала Гухава, Абазат ТВ. Ученые Крымского федерального университета совместно с коллегами из Петербурга впервые в мире проложили оптоволоконный кабель на глубину 2 километра в одной из самых глубоких пещер мира, пещере Крубера в Абхазии. Об этом в эфире «Радио Спутник» в Крыму рассказал председатель отделения РГО в Республике Крым, замдиректора по науке пещеры Таврида университета имени Вернадского Геннадий Самохин. Подземное пространство дистанционными методами практически не исследуется. Есть наработки, но они не всегда корректные. Только непосредственное участие спелеологов открывает новые географические пространства, сказал Самохин. Сейчас о погоде. В среду 3 сентября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, атмосферное давление пониженное, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 18 до 23, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 27 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абазат ТВ.